Здравствуйте, дорогие друзья! Вы на канале Клевая Рыбалка. Меня зовут Вячеслав. Мы находимся в Якутии. Как вы знаете, недавно мы приезжали в гости к Алексею в Актем рыбалку. И сейчас мы с Семеном приехали сюда на рыбалку и, собственно, привезли. И с нами приехали ребята из города Якутска, Георгий и Афанасий. Вот. Они первый раз приехали на рыбалку. В общем, с ними познакомимся, обо всем по порядку, друзья, чуть попозже. Сейчас мы только пробурились. И сели вот. Сейчас вот Алексей здесь вот идет к нам. Эй, зайди, расскажи немножко о себе, ну и то есть как, чего. Да, давай. Вот наши гости. Афанасий, вы первый раз рыбачите, да? Да, уровень новичок. Ну, я знаю, что вы подготовились, да, вчера? Да. Что вы прикупили? Ящик, Ящик, удочки. под блесны и под наглушку. Ага. Вот. Ну, уже знаете, как рыбачить, да, примерно по видео? Да. Я подписчик Славы. А, Так да. что как бы Хорошо. заочно в курсе. Хорошо. Так, Георгий. Я тоже подписчик. Ага. И вот ребята вот приехали в первый раз. Семен, расскажи что-нибудь. Где ты пропадал-то? Жиган съездил, порыбачил, щуки трофейные не взял, но по 2700 килограмм, 8 где-то щук набрал, ныча взял, красноперки такие большие, крупные. Как всегда, Жиганс рулит у нас. А почему мы с Жиганцем не ездили-то? Ну, холодно было, во-первых, очень холодно. Правильно. Да, очень холодно. Но сейчас уже собрались, на следующей неделе, наверное, поедем. Порыбачим, да? Да, ждите ролики. Хорошо, хорошо. Друзья, мы с Семеном здесь вот, пока были вот эти холода, мы здесь пытались развить местный туризм, да? Да. Вот, у нас несколько гостей было, вот, и мы, собственно, уезжали на рыбалку. Ну, кто желает, тоже может, да. Звоните, узнавайте. Да, пишите, узнавайте, все ссылки в описании под роликом. Так что смотрите сюжет с нашей сегодняшней рыбалки. Сейчас еще сходим, вот здесь Алексей рядом, как я уже говорил, с палаткой. Он сегодня нам обещает хороший клев, сказал, что будет с 5 часов вечера. Ну, до 5 часов вечера можем походить, поискать. Сейчас будет смотреть в камеру. Знаком с таким аппаратом, да, Семен? Я у людей видел, но у меня есть. Ну, там ничего сложного, да? В принципе, да? Конечно, я думаю. Компактная, маленькая. Да, она удобная вот в этом плане. Ну, научишь меня. А там ничего сложного. Вот это включение кнопочка и все. И пошел. Ага. А, тут, кстати, это угол. Крылья же, да. Угол камеры, вот оно. Вот оно. Вот вставляешь в эту штуку. Ага, вот так, да. И провод цепляешь вот через вот этот. Не шланг, а вот сам, ага, вот этот засовываешь туда. Там ничего сложного. Чтобы он угол держал. Маленькая, миниатюрная. Ага, миниатюрная. В кармане таскать, да? И вот теперь надо лампочки ставить по вертикали, а они у тебя сейчас по горизонтали. Вытолкни ее туда обратно. И смотри сюда на камеру вот. Ага, все верно. Так, да. Ага. Все. Ну, опускаешь, смотришь там. Не знаю как. Ну, давай сейчас запустим, посмотрим, что там есть у нас. Можно. Хорошо, веса нет, с легкой. Так, подождем, ничего нет. Вообще видно, нет там что-нибудь? Видно ведь, ага. Глубина сколько тут интересно? Глубина 2 и сколько-то отвыло там. А, все.
Дно видно, да? Песчаное дно. Ну, такое. Çok kunduraya bu. Что как Но рыбы нет. Пока рыбы нету. Тишина. Ой, что это? А, перекормка лежит. Кубики лежат. Ну вот для поиска вот хорошая камера поисковая такая. Таскать с собой. В карман засунул и пошел. О, есть окунь вот. Окунь, да? Ну-ка. Куда он бежит? А вот он. А, о, окунек подплывает. Ага. Вот он идет. Попробуйте-ка чуть-чуть подыгрывать. Это Как найдет? мормышка. Да не, окунь же. Окунь. Волосатый бандит. Анна камера? А, хамдатыр. Те мормышка одна, аня да хотна чугагаган терген. Ой, на тыр. О, кальбиттер. А, бо ника. Я Афанасий. Трое. Кырдык камсат Афанасий. кто-то хая. О, сейчас подойдет кому-то. Ох, их толпа уже там, 4. Стайка пришла. О, ким кенен хаве айдер. Тухта, камнан... Что ты херен чугагар дери? Күрем бер. Булор дери. Тут Георгий очень высоко стоит этот мормышка. Вот. Ну, пожелаем мужикам удачи. И не уранка взяла. Атакалата бир. Сыгайт. Ох, каллилlah. Ехать урожай бери. В общем, друзья, если будет что-то интересное, включимся. Так, Георгий первого поймал. Где ешь, там лещик. Первую рыбу поймал у нас Георгий, вот она. Чемпион по первой рыбке становится он сегодня. Ваши жестко здоровые. Сегодняшнего дня. Здоровый, ага. Может его это? Пока не выбрасывай, ага. Может быть. А кружка бар, да, ты кружка. А ты тут турар, ну ты герьем мне не кацка. Маны конюлар дахана хаявыта, да? Сейчас, да. Ну, друзья, первый улов есть, значит, рыба есть. Так, далее. Так, друзья, вот, посмотрите, Афанасий выловил вторую рыбку. Причем здоровый такой, хороший ёрш, да? Вообще хороший ёрш. Эти не, блин, не тутан туры, блин, хацкат, вере, каурмара. О, Семен, ну покажи здорового ерша, ты покажи здорового. Да. Прям хороший ерш-то. Вот такой вот ершабай. На фоне Семена посмотрите. Видел, нет таких Семен ранее? Да. Много раз видел. Их полно здесь. Че, как готовят его обычно здесь, в ваших краях? Не знаю, я никогда такое не готовил. Ну, говорят, уха вкусная. Уха вкусная, да. А я обычно высиливаю. Ты знаешь как, вот железную кружку я беру, ставлю и воду наливаю туда, вот на печку. И сразу туда закидываю. Ну, ловлю, если много ловится, прям в кружку с водой кидаешь. И? Ну, она кипит стоит, и потом выпиваешь. А что, желчи нету, что ли? Нету, вообще нету. Нету, да? Нету. Ты смотри. Прям живьем так берешь, кидаешь туда кружку. Блин, и тем где кружка варда. Так, друзья, сейчас попробуем поблеснить немножечко.
Посидим, поблесним. Вдруг возьмем. Что возьмем? Какую-нибудь щучку. Или окуня. Шальной щучка, да? Да. Куда пойдем? Я метну. Шаллай. Как это? Красавчик. Афанасий сегодня прямо в ударе. Уже вторую поймал. Смотрите, как везет человеку. Мастер хахная. Хотели его скушать. В общем, сейчас будем копить ершей, потом будем готовить сразу на рыбалку. Кулинарный блок. Тим, да? У нас есть Семен, который просто профессионал. Не, сегодня Слава будет. Сегодня я буду уху готовить, да. всё. Самая незатейливая уха я вас научу. Фудблогер. Қайда? Слава. О, красавчик. Моя гаппидина, моя Так, смотрите, он Георгий поймал здорового, хорошего, такого окуня поймал прям. О, красавчик. Первый, кто поймал хорошую рыбу. Но все равно будем на уху готовить тоже. Ага. Вот. Хорошие окушки подошли. По местным меркам это хороший считается. Так, пока рыба не клюет, в общем, решили пообедать. Пока Семена нету, мы решили пообедать. Да? En soqna hanaril. Хомурдох бар. Так, тут, короче, Семен, ты пока сиди там. Мы тебя потом позовем. Когда еда закончится вкусная. Давай это его. Так, Георгий, посмотрите, здесь вот потроха привез оленей. Из оленька, да? Удачно. А, из удачи. Так как Георгий у нас из северного района, он оленину с собой возит. Всегда. Тухта. Лимон. Домашних пирожков вчера сам готовил, да? Или? Супруга, да? Ну, сейчас попробуем. Супруги вашей пирожки обязательно. Вот они, да? Пирожки, Печеные. хворост. Сразу чувствуется домашний. Есть еще сипаблик. Вони сахарный коря. Усилили. Когда ты будет давай. Токим туровый. Он плохо макает. Миха кирен турут камера. О, Вау. Кулинарный или нет? Дед. Ухаба сватта. Ухаба гармонта. Жор голодный. Недолгий. Бугароппа. Кудяга яхшы тугана. Тугы кача. Халых бит. Забрали на уху, в общем, решили уху готовить. Не совсем крупный, но
пойдет. 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 На уху пойдет. Тем более много собираемся ловить. Вчера рыбаки сказали, что клевать начало где-то с 6 и клевало весь вечер до 3 ночи. Нет, я рассказываю о том, как вчера клевал. Рыба начинает клевать 5 часов. Мелкие подтягивания начались. Небольшие. Вот. Сейчас главное хорошо подсечь. Правильно. Не торопиться, потому что рыба только начинает подходить. В эхолоте уже появились довольно отчетливые линии, показывающие о том, что появилась очень хорошая активность на дне. Линия, да. Борта до толком куда-то. Бипе толком, да. Ну вот куда. Подсечка была, не опоздал маленько. Кинесот. 100 граммов. Есть первый. А, пока любит Ельчики. Ельчики, ребят. Ельцы. Ельцы. А, нет, сорога, извиняюсь, сорога. Да, уходу. Кальмар быстро. Ну, кто так? Мира. О, Семен вытащил тоже. Гигантского. Все, ребят, рыба подошла. Довольно много уже прям в эхолоте вижу. Обширный прям косяк подошел по дну. И ufuk наварите. Прикольно, как будто. Бир. Как будто. Вот. Да, вот все началось. Все, пошло, друзья, пошло. Хоть и небольшая, конечно, рыбка, но все же. Бас пошел. Да, потихоньку начинается. 10 сантиметров куда тюгерать-то было. 10 сантиметров, а почти тюгерах это. Вот биллер. Этим аннык умсатардары гар бол батах. Умсатардан баран кыртык өрөк өтө коллер. Ол кыбемегер подсечкалыгер. Вот обучаю тоже вот ребят, как это, на каком моменте нужно делать подсечку сороги. Ау! Лола роуд. О, хороший идет. Окей, да. Уже он покрупнее пошли. Ага. Ну прям один за одним клюет. Не дает даже мне это. Никогда. Кальмара подрезать, да? Кальмара подрезать некогда. Ну, у меня еще старый кальмар держится долго. Эй, ты мать. Ребят пока отстают. У меня уже это. Я уже вышел в лидеры. Эти как все, блядь. Селях пойдем. Тип-тип. Раз брастында гайет. Есть рыба. Так, Семен решил мне составить конкуренцию, в общем. Я уже чемпион. Смотри, сколько. У тебя в пакете от НАК. Там мои тоже лежат, так я могу сейчас запись это, просмотреть.
мелковод уже смысла нет смотреть. Там просто одно сплошное месиво. То есть рыбы просто вот пресс. Пресс, да? Ага. Лес Косяк какой. большой подошел. О, подумал, надо. Поносить, тащить, да? Первую рыбу. Холода. Что-то сделал. Что сделал-то? Кальмара посадил, да? Да, кальмар посадил. Даже вот забросить, друзья, некогда. Вот. Ни печку подкинуть, ни забросить. Ничего некогда делать. Вау. Ай. Ну что, подсечь. Жор начинается, да? Да. В наших типка местном. 9. Хорошие прям рыбы просто вот в эхолоте. Страшный, да? Страшный прям. Вау. Иди сюда. Вот. Ух, это. Что это? Я это надел. Ну, поносить тоже там уже тягает. Ну, крупный, да, какой? Покажи-ка камеру. Вот такой вот крупный, ага. Вот, не тут-то. Что это? Здоровый. О, мощно. Здоровый тарты надо. Ага. Уже брахтым. Ну, так был. Мен тарты неке. Абрам. Yeni bol batak. Meni. Meha qildi. Meha qildi. Тоже ялый. Удочку тоже. Вот, мен хохотын ба, ойлаймын барал еді. Да. Вот не тардым, значит, меня. Значит, твой-то. Ну, как считается же обычно? Ну, тогда. Чья подсечка, того и рыба. Ходи сюда. Что там, лампа отвалилась? Батырлар апыды олы.
Вадя. Туга кайда хэттэданы таба турар иде. О, кол, 2 balık var. Şampiyon 2 balık var. Удочка свободно подходит. Tabii. Что я тебе говорю? Hatırki. Şöyle istedim hafifçe. Şöyle bitti, çoğu düşkün. Гоша поймал первую рыбку свою. Первое. Хорошую. Это самая большая. Но Вот. Раз, две, ребята. тоже прям один за одним. Где-то ходом не телегидин оннуга. Çok hayal bu. Тут до хаят где. Бар. 200 kul bu barda. 200 kul barda. Ну, хороший прям чувствуется. Сразу чувствуется хороший. Увесистый. Ну, тугун кайытын кистие тахата. Ну, иннетин. Да? Только били устатагана били харазу устана тагыстын кана били. Де. Çok bari. Yürüttüm. Вот это хороший кто-то идет прям. Вон какой дядя. Уже dede de. Дядя уже. Надо. Есть. Есть. Красота. Hem bir tuğu olup budun da koşa. Bitti. Biri oldu kanada. Bir kalmar oldu da. Töbeti kayıtın töbeti gör. Ya bak bak. Aha, ona просекай да вот это. О, да, Слава! Ясь. А нет, красная. Сорога здоровая. Все, чемпион. Чемпион. Все, бесплодный чемпион. Тебя собирайте удочку. Типа отскаты. Типа я поймал. Сейчас туда, да?
И не дикий в Гомбе. Камера все в Гомбе. Ну вот, дорогие друзья, в принципе, вот на этой ноте у нас подходит уже к концу наша рыбалочка. Сегодня я ее хочу завершить тем, что вот хочу оставить небольшой отзыв об этом костюме, который я ношу уже третью рыбалку. Это костюм от Fintrail. Дело в том, что такой костюм есть у меня и у Марии. Мы с ним ездили в этих костюмах, получается, в Череповец. Его температурный диапазон до минус 45 заявляет производитель. Вот, я носил этот костюм в 35. Могу сказать, что в принципе в минус 35 и в плюс 2 мне было в этом костюме комфортно. Во-первых, у него очень такой крой, очень удобный. Различные защита мест, где костюм подвергается более изгибам. Потом, что довольно удобный. Есть вот такие вот, как сказать, нарукавники, которые защищают вот от проникновения ветра. Вот. Я им, в принципе, ни разу не пользовался. По ветрозащите он очень хороший. Я, находясь в открытом месте в Череповце под сильным ветром, весь день простоял в нем. Вот. Ну, у Марии костюм до 25, поэтому она не может его носить вот данную температуру. И поэтому в Череповце было довольно нормально ей в этом костюме. Единственное, что нужно все равно учитывать то, что холод, и поэтому внутри, конечно, нужно одеваться потеплее. То есть термобелье, теплый какой-то свитер, там вот. Ну, это касается всех видов одежды. Вот. Куртка сама очень практичная, материал не прилипает снег, сразу стряхивается. Вот. Вода с него скатывается. Ну, я, в принципе, минусов не увидел. Карманов очень много различных функциональных. Внутренний подклад отстегивается, подстежка. Вот. Костюм оснащен светоотражающими элементами со всех сторон, поэтому довольно безопасен. Вот. Я эти костюмы, в принципе, заказал просто ради того, чтобы у Марии не было костюма, из-за этого мне пришлось вот заказать костюмы. И я не жалею об этом. Пусть он у меня будет. Поэтому это мой личный отзыв, друзья, по этому костюмам этой фирмы. Вот. Ну и ссылочки, конечно же, я даю в описании под роликом. Заходите, смотрите, переходите, кому интересно, можете заказывать. Также у компании на лето намечается очень много новинок, выход, поэтому следите за ними, за их соцсетями. Ну а мы, друзья, на этом заканчиваем наш сюжет. Спасибо всем, кто был с нами, спасибо всем, кто смотрел. Всем желаю хорошего настроения, удачи, счастья. Главное, не болейте. Всем пока. Ставьте ваши лайки, пишите комментарии, делитесь с друзьями. Друзья, и забыл напомнить о том, что проходит розыгрыш. Поездка на клевую рыбалку в Жиганский район со мной этой весной. Поэтому участвуйте. Осталось уже немного билетов. И один из участников, счастливчик, поедет со мной, полетит со мной на север на рыбалку.